Хотела посмотреть, Мне было, если бы оно было. чтобы я хотела посмотреть в нашем телевидении, да? Ага. Ну, два наших канала, конкурента, Телеком и Аригус, они распределили между собой сферы влияния, распределили, конечно, и специализацию. Если Аригус у нас специализируется на новостных каких-то программах, аналитических, то Телеком специализируется на реалити-шоу. Они уже выпустили реалити-шоу «Топ-модель по-бурятски», «Танцуй, танцуй» и еще что-то. Ну, то есть чувствуется, что они работают, как хотят занять свою нишу, развиваются. Вот. Хотелось бы какое-нибудь интересное реалити-шоу смотреть, может быть, от Телекома. Не какую-нибудь франшизу, а что-то свое оригинальное, чисто бурятское. И чтобы в нем отражалась какая-то наша специфика бурятская, бурятский характер. Еще хотела бы, чтобы наши КВНщики, ну, наши кинематографисты молодые, сняли фильм на такую плодотворную тему, как наша сельская жизнь, сельская молодежь. И чтобы это был фильм на бурятском языке, в реалиях, в истинных. Тем более натуры у нас хоть отбавляй. Может быть, они подумают, что это не будет интересно зрителю там вне Бурятии, но зачем? Очень хотелось бы нашим бурятским зрителям это посмотреть. Ну, Аригус свои функции выполняет на все 100%. Считаю, новости наши местные освещены как нельзя более профессионально, хорошо. Люблю наших дикторов канала Аригус, Ларису Еринцееву и Инессу Питонову, и молодой человек, троица наша незаменимая. Я считаю, что они очень профессиональные дикторы. И что? Как Журналисты. молодого человека Прекрасный, красивый молодой человек. Бато, который на бурятском? Ну, он тоже, я имею в виду, троицу Восточного экспресса. Русский молодой человек. Фишев. Фишев. Алексей Фишев. Да. Алексей Фишев тоже профессионал. Так. Ну, вот, наверное. Так, от Аригуса что? Хотелось бы. БКТРК, МИР. Ага. БКТРК, МИР. У меня просто в силу каких-то технических причин БКТРК плохо показывает, я не часто смотрю. Им надо развиваться, им надо вот какой-то вот, во-первых, увеличить время вещания на бурятском языке, наверное, нужно. Да, увеличить, черт с ним, его разнообразить же надо. Да я не знаю, столько сейчас течений, столько сейчас проектов в мире, ну что-нибудь можно было, если не придумать, то хотя бы у кого-нибудь связать и сделать что-то такое современное для зрителей. Мне кажется, если бы это было интересно, занимательно, познавательно и воспитательно, мне кажется, смотрели бы. Ну, какие-то обучающие программы на бурятском языке можно было. Фильмы, я не знаю, с субтитрами. Ну, что-то можно было бы делать для развития и поддержки бурятского языка. Тупо скажи, что концерты покажите. Да, культура. Культурных событий масса, но освещаются они очень-очень слабо. Ну, какими-то смонтируют, очень, там, не знаю, на 3 секунды репортаж, и все. Мне кажется, никто бы не пострадал особенно в эфирное время. Хоть и не резиновое, но можно было бы хотя бы раз в неделю какой-то полноценный, полнометражный, хороший концерт того же Байкала или Лотоса или еще каких-то творческих коллективов, которых в Бурятии очень много.
Да, вообще какую-то рубрику завести, может быть, в Зеленоаригусе, да, культурная среда, там, не знаю, что такое, да, в среду показывает. И как раньше, да, час, пожалуйста, час 20, смотрите, товарищи, в 2 актах, может быть. Какие-то даже, да, почему нет, драмтеатр наш работает в холостую буквально. Не каждый же работник там с села может выехать, да, в театр. Ну, покажите постановку. Оперный театр, пожалуйста, со своей премьерой. Мало кто может позволить себе на них сходить. Тоже могли бы снять и показать, транслировать. А потом очень много таких, ну, уже меньшего масштаба событий культурных, которые проходят в ночных клубах, ну, на таких площадках. И тоже можно было делать какие-то репортажи небольшие об этих событиях. Ну, то есть наша такая очень бурлящая, активная культурная жизнь бурятская, она получает недостаточное освещение на телевидении.